В эфире новости спорта. Здравствуйте. В 13-й соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта обладателем бронзовой награды в заплыве на 100 метров вольным стилем стал Владислав Гринев. Победу на этой дистанции одержал американец Калеб Дрессел. Серебро в активе австралийца Кайла Чалмерса. Еще одну бронзу в заплыве на 50 метров в копилку сборной принесла 16-летняя Дарья Васькина, дебютировавшая в состязаниях среди взрослых спортсменов. Первая финишировала на этой дистанции американка Оливия Смолига. Серебро в свой актив записала бразильянка Этьен Медейрос. В медальном зачете первое место занимает сборная Китая, у которой 29 наград. Сборная России идет на второй позиции, в ее активе 21 медаль. На третьем месте с 14 наградами расположилась команда Австралии. Российский футбольный клуб «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 0-1. Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил нападающий «Нефтчи» Дарио да Сильва. Ответная игра пройдет 1 августа в Баку. В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского «Туна». Ну а армейцы начнут турнир с групповой стадии. А вот в пляжном футболе российские спортсмены оказались сильнее соперников из Азербайджана. В рамках матча второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира россияне выиграли у азербайджанцев со счетом 6-0. Соревнования проходят в Москве. В составе сборной России дублем отметился Дмитрий Шишин. По одному взятию ворот провели Максим Чужов, Кирилл Романов, Николай Крышанов и Борис Никоноров. В первом туре второго группового этапа россияне обыграли швейцарцев со счетом 9-3. Ну а в третьем туре сыграют против команды Испании. Турнир завершится 27 июля. Боксер Субриэль Матиас отказался от гонорара за поединок против Максима Дадашева, после которого российский спортсмен скончался, сообщает РИА Новости. Поединок между Матиасом и Дадашевым прошел в США 19 июля. Пуэрториканец одержал победу техническим нокаутом. Бой был остановлен после 11-го раунда. Вскоре после поединка состояние российского боксера ухудшилось. Он потерял сознание и был доставлен в больницу. В дальнейшем Дадашев перенес операцию в связи с отеком мозга и через несколько дней умер, не приходя в сознание. За победу над Дадашева Матиас должен был получить гонорар в размере 75 тысяч долларов США. Сегодня в поселке Чернышевский стартует ежегодный туристический слет молодежи Мирнинского района. 3 дня команды предприятий и организаций Алмазного края будут бороться за звание сильнейших. О том, как молодежь Мирного готовилась к мероприятию, смотрите в материале нашей съемочной группы. Христина Добрынина вместе со своими напарниками уже не раз приводила свою команду к победе. Но в этом году опытная участница ежегодного туристического слета – представитель сборной Института Якутднепроалмаз. Бессменные лидеры соревнований на этот раз полностью изменили состав команды. Шанс на победу решили дать молодым. Так, нынешний состав – это студенты, которые проходят практику на предприятии. Они не подведут, пусть они даже не войдут в тройку, мы собрали их не для победы, да, в первую очередь, а чтобы они узнали, что такое Мирный и чем здесь молодежь занимается, вот. И чтобы они у себя уже тоже рассказывали, рекламировали, вот, показывали, что там круто. В этом году туристический слет молодежи пройдет в 21 раз. Организаторы пообещали сделать упор на внезачетные конкурсы, чтобы вовлечь в соревнования членов групп поддержки. Мы разнообразили внезачетные наши конкурсы. Их намного больше будет, они намного интереснее будут призы намного интересней. Что же касается трассы, по трассе, в принципе, осталось все на прежнем уровне. Конечно, новое мы добавили. Единственное, что в этом году трассу разделили на 3 сектора для удобства участников, для удобства судей. Уже известно, что за первенство будут бороться более 15 команд. Как и раньше, на территории бывшего лагеря Гренада участники испытают свои силы в физической подготовке, творческих конкурсах и проверят себя на сплоченность. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни якутского и российского спорта.